Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Парламентарии приняли проект закона об ужесточении ответственности за нарушение ПДД. В Сухуми проходит мероприятие, посвященное 30-летию образования Госкомитета по репатриации. В МГИМО открылась выставка «Страна души», посвященная абхазской культуре, быту и традициям. В Сухуми прошли мероприятия, посвященные 30-летию образования Государственного комитета по репатриации. Сотрудники комитета, делегации из Турции, Иордании, Ливана и Республики Северного Кавказа почтили память первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, возложив цветы к его мемориалу в селе Нижняя Ишера. Затем делегаты возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы, а также к памятнику жертвам Кавказской войны. Один из важнейших вопросов для Абхазии – возвращение на родину соотечественников, проживающих за рубежом. С этой целью 23 марта 1993 года был учрежден Госкомитет по репатриации. Указ об этом подписал председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзенба. Однажды он произнес фразу которая означает «возвращение соотечественников спасет нашу родину». Эти слова вот уже 30 лет являются девизом Комитета по репатриации. Почтить память первого президента Абхазии пришли сотрудники комитета, делегации из Турции, Иордании, Ливана и Республик Северного Кавказа. Народ Абаза – один из самых разбросанных народов по белому свету. Если мы вспомним классика абазинской литературы, знаменитого поэта Керима Махце, он писал так: «Мы могилы свои по земле разбросали, нас самих по земле разбросала судьба». То есть собрать этот народ в единое целое – это тяжелейшая задача. Никогда нельзя забывать, что во времена начала 16-17 века народ Абаза занимал территорию от крепости Анапа почти до Кутаиса. В это время так безжалостно обошлось с нашим народом, что мы оказались на грани. Уже почти подошли к красной черте. Я думаю, что Владислав Григорьевич как раз один из тех, кто остановил это падение. Вот он удержал нас на этой границе, не дал упасть в бездну нашему народу. Построение моста между представителями нашего народа, волею судьбы, оказавшихся в разных уголках планеты, главная задача комитета. За 30 лет работы реализованы различные проекты. Все они направлены на поддержку и адаптацию наших соотечественников, которые вернулись на историческую родину. Комитет репатриации – это первый пункт, куда может человек подъехать по гражданству, вопросы задавать, по другим вопросам. Он нужен, он должен работать, он работает. Очень много людей, которые именно у нас, с Карачаева-Черкесии возьму, нас немало, которым они помогли. Большое им спасибо, огромное спасибо. Они свое дело делают, профессионально делают. Госкомитет оказывает репатриантам посильную финансовую помощь, предоставляет жилье и земельные участки, помогает в трудоустройстве и оформлении гражданства, частично оплачивает обучение в высших учебных заведениях республики. Мы просто 5 лет назад тоже приезжали и познакомились со всеми здесь. И из-за того, что там была ковида, не могли 3 года. В этом году приехали. Это наша родина, конечно. Мы всегда думаем о Абхазии и планируем здесь приехать работать тоже. Я сам врач, и он тоже врач. Да, что-то, может, будем открывать клинику здесь и работать здесь. Как только мы заезжали сюда, в Абхазию, у нас было чувство, что мы здесь родились. Но все равно это своя родина, это наши предки здесь были.
Церемония возложения цветов продолжилась у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. Далее делегаты направились к памятнику жертвам Кавказской войны на набережной Махаджиров. Роль комитета по репатриации огромная, ведь построить сильное, ориентированное на традиции и культуру государство можно только при консолидации всего народа. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Абхазском драматическом театре прошел торжественный вечер, посвященный 30-летию основания Государственного комитета по репатриации. Мероприятие посетили вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, культурные и общественные деятели и, конечно же, гости из Турции, Сирии, Кабардино-Балкарии. Репортаж Рады Чачава. Торжественный вечер, посвященный 30-летию основания Государственного комитета Абхазии по репатриации, был наполнен душевным, тонким смыслом и одновременно поражающе самобытен. Переоценить важность работы комитета, важность репатриации в истории нашей республики невозможно. С 30-летием со дня создания руководство и коллектив комитета поздравил президент Аслан Бжания. Глава государства отметил, что на протяжении 3 десятилетий комитет успешно справляется со своей главной задачей – оказанием помощи репатриантам в период возвращения, адаптацией и созданием условий для их комфортного проживания на земле своих предков и служит ключевым связующим звеном между абхазской диаспорой и Республикой Абхазия. Мы хотим, чтобы наши братья за рубежом помнили, что Абхазия – наш общий дом, и мы всегда ждем их возвращения на родину. Так, объединив усилия, мы сможем выстроить сильное, процветающее государство, подчеркнул президент. Поздравительный адрес Аслана Бжания зачитал руководитель администрации президента Джансух Нанба. Анхары янцыры изы, атагыла зааща бзия, апцара упа убыс егертке. Апсад гелах ахан хоза хунткара пилакы, апсу диаспорей, апсна хунткары и мазду, и хадару успарту. Айлаканам хгайцвей, аузуйцвей и рабзураны, турктулан, шантулан, Йорданиян, Мысран, Ярубыс, Егерт, ахуаныр светыла курган, хаджин жуар турух, псад гелах, рыханхуа алыршахай. Харт яхтахуб атым хункарра кургнейн хо хашца вирдыр вазарц. Апсны дарги харги ахзейпшу. Айнашха турых псад гелах рыханхуа еснак хшазыпшу. Хамч койлацаны, хавяхыр койбытаны. Харт яхалшойт югу из хазыгу ахункарра аргылара. В честь юбилея Государственного комитета по репатриации собралось множество людей. Собравшиеся почтили минутой молчания память добровольцев из Турции и Сирии, отдавших жизни за свою родину, за землю своих предков. Поздравительный адрес от спикера парламента Лаши Ашуба и депутатов зачитал руководитель аппарата Народного собрания Вадим Бжания. Апсуа хунткара аргыларакны, а диаспорал шара курхархуара аззаара, ехаги хразлоу саараны икугылоу. Шуксыр ацәала икурханы иаахго ҳаимадарақәа, реиха ҳара шымҩаԥысуа атәы аҳәоит иахьа ҳдиаспора ахаҭарнакцәа, гәаҵԥыҳәа рыла ҳтәыла ауаажәларатә, аполитикатә, аекономикатә, акультуратә ԥсҭазаара иахьалахәу. Аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы Аԥсны ҳәынҭқарратә еилакы арепатрианти статус зауз атәылауаа қәҿиарала адаптациа иахысраз ареспубликаҟны рзинҭагылазаашьа шьақәзырӷәӷәо аҳәынҭқарратә система иахәҭакәу ус барҭаны иаԥҵоуп. Аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы Аԥсны ҳәынҭқарратә еилакы аусура демографиа, асоциалтә хьчара аусурҭа ҭыԥла, нхарҭала, аиқәыршәара, аҵараиура уҳәа ирызку аҳәынҭқарратә программақәа рынагӡара иазкуп. Аԥсны жәлар реизара апарламент ахьӡала иҭабуп ҳашәаҳәарц ҳҭахуп аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы Аԥсны аҳәынҭқарратә еилакы зааԥсара аду аветеранцәа, иахьа амаҵа зызуаз зегьы имҩаԥгоу аусуразы. Ишәзеиӷьаҳшьоит аԥхьаҟагьы аихьӡарақәа,
С поздравительными словами и самыми теплыми пожеланиями выступили члены правительства, общественные и культурные деятели, а также гости республики. Многие репатрианты активно участвуют в экономической, политической, культурной жизни суверенной, независимой, демократической Абхазии. Сегодняшнее мероприятие наполняет нас всех чувством гордости. Мы можем подвести определенные итоги и, наверное, вместе с вами наметить планы на будущее. Но это путь для тех людей, путь репатрианта, которые на самом деле искренне любят Абхазию и хотят пригодиться Абхазии, народу Абхазии. Дай Бог, чтобы на этой земле всегда были самые достойные люди. И если сюда попадает репатриант, чтобы этот репатриант был лучшим из лучших, чтобы гордилась эта земля такими людьми. На сегодняшний день репатрианты, вернувшиеся на родную землю, полностью интегрированы в общество. Они заводят семьи, растят детей, работают на благо своей родины. И, как показывает опыт работы Комитета по репатриации, счастливы, что вновь воссоединились с родной Абхазией. Национальным советом общественной организации «Абаза» и Государственным комитетом по репатриации Республики Абхазия в 2021 году в Стамбуле было подписано соглашение о сотрудничестве. Это послужило дополнительным импульсом для сближения Апсны и Абазашты, а также усилению отношений с многочисленной абаза-диаспорой в Турции, Иордании, Египте, Сирии и других странах, где живут потомки наших махаджиров. Владислав Ардзимба сказал однажды: спасение нашей Родины – возвращение соотечественников. Однозначное благо возвращения абхазов злобным роком судьбы, раскинутых по частям света, на историческую родину неоспоримо. За 30 лет Комитет по репатриации проделал огромную работу, и она, безусловно, будет продолжена. Две родины дал мне Всевышний однажды, а сердце всего лишь одно. То вместе с Апсны, то спеша в Абазашту. Разбилось на части оно. Две родины, счастье или горечь, не знаю. Мне это умом не познать, как ту колыбельную, что напевает всем абазинам любимая мать, страна души. Торжественная часть мероприятия завершилась концертом. Рада Чачава, Михаил Братухин, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел России Сергей Лавров награжден орденом Ахтзапша первой степени. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжани. Сергей Лавров удостоен высокой государственной награды за большой личный вклад в деле признания независимости Республики Абхазия, укрепления и развития абхазо-российских межгосударственных отношений. В Москве состоялась встреча секретаря Совбезов Абхазии и России Сергея Шамба и Николая Патрушева, сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности России. Патрушев и Шамба обсудили обеспечение национальной безопасности двух стран. Стороны подписали план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности на 2 года. Документ предусматривает мероприятия по укреплению взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов. Во втором окончательном чтении принят проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Теперь за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. В окончательном чтении принятый закон о лизинге. На заседании сессии парламента депутаты планировали избрать уполномоченного по правам человека в Абхазии, однако даже не приступили к обсуждению этого вопроса. Всего было рассмотрено 13 вопросов повестки дня. Все подробности в репортаже Алики Трапш. Из 17 вопросов повестки дня 5 были перенесены на следующее заседание, в том числе вопрос об избрании нового уполномоченного по правам человека. Одна из 3 представленных кандидатов на должность омбудсмена находится за пределами республики, и именно по этой причине рассмотрение вопроса было перенесено. Также перенесли рассмотрение 2 земельных вопросов. Во втором окончательном чтении принят законопроект о финансовой аренде и лизинге. Основной целью проекта закона является совершенствование правовых основ регулирования финансовой аренды. Проект направлен на развитие
развития, форум инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды, защиту прав участников инвестиционного процесса. Закон определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды. Документ представил депутат Нинар Гицба. В проекте закона указано о том, что лизингодатель и лизингополучатель – это просто физические лица или юридические лица. Но мне кажется важным здесь отметить, что это вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование временно свободных и привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой аренды лизинга, арендодатель, лизингодатель обязуется приобрести в собственность обусловленный договором имущество. И тут нужно развить, кто такое физическое лицо. Я предлагаю внести уточнение, которое определяет, что физическое лицо – это зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Почему? Потому что предпринимательской деятельностью занимается лицо, которое уплачивает определенный вид налогов. Здесь этого определения не было. Следующий, на мой взгляд, основная поправка. Она предполагает исключение объектов жилищного фонда. Парламент в первом чтении внес изменения в закон о туристской деятельности в Республике Абхазия. Согласно поправкам, соискателем для прохождения аттестации в качестве экскурсовода, гида-переводчика может быть не только человек, имеющий среднее профессиональное или высшее образование, но и учащийся среднеспециальных учебных заведений или вузов. Также депутаты в первом чтении внесли изменения в закон о Национальном банке Абхазии. В соответствии с проектом, кандидатом на должность председателя Нацбанка может быть гражданин Абхазии, имеющий высшее экономическое образование, с опытом работы на руководящей должности в банковской системе либо организации банковского аудита не менее 3 лет. Также кандидат на должность главы Нацбанка не может быть родственником президента, вице-президента, спикера парламента, премьер-министра в целях недопущения конфликта интересов с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти. Депутаты парламента в первом чтении внесли изменения в статью 45 Кодекса об административных правонарушениях. Законопроект представил депутат Дмитрий Маршанин. У нас нету вообще разграничений в законодательстве, в подзаконных актах, нету разграничений тяжелых наркотиков и легких наркотиков. Поэтому мы сделали для каннабиса, если у нас сегодня административный штраф составлял 15-30 суток, мы сделали 3,10. Также поправка у нас касается, если гражданин, понес наказание в течение 15 суток, его не могут по этой же статье привлекать. Кроме того, депутаты в первом чтении внесли изменения в статью 216 Кодекса Абхазии о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Предлагается снизить размер штрафных санкций в отношении лиц, потребляющих наркотические вещества, от 700 МРОТ до 200. Во втором окончательном чтении принят проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Законопроект представил депутат Дауд Хутаба. Он рассказал, что изначально предлагалось повысить штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии до 800 МРОТ, что составляет 48 тысяч рублей. Но после обсуждения было принято решение внести изменения и установить штраф в размере 500 МРОТ, что составляет 30 тысяч рублей. Нам предложили в проекте с первого раза, то есть лишение на полгода. Ранее было не так, ранее со второго раза только лишали людей прав. Честно говоря, я от себя скажу, что я именно эту норму очень поддерживаю. Мне кажется, лишать надо с первого раза. Ничего страшного, если человек полгода потом не поездит за рулем. Мне кажется, это нормальная практика, люди должны понимать. Это, например, я приветствую даже больше, чем повышение штрафов. Да, поскольку нам нужно такое всеобъемлющее, всеобъемлющие действия нам нужны. И со стороны администрации президента также в данном проекте именно так работа поставлена. И я, честно говоря, в целом поддерживаю ее. С точки зрения нашего законодательства речь идет об основном виде ответственности и дополнительном. Два вида – это лишение права управления транспортным средством и штраф. Штраф будет взиматься в том числе в случае, если не будет добровольного исполнения решения суда, то есть служба судебных исполнителей, которая реализует соответствующие предписания. Данный вопрос вызвал бурное обсуждение среди депутатов. Были те, кто считал, что увеличение штрафов может вызывать коррупцию среди сотрудников правоохранительных органов. Другие же, наоборот, выступали за ужесточение наказания. Штраф делается не для того, чтобы, допустим, пополнять казну
или там чьи-то карманы, как вот говорит Кан Валерьевич, да, это все равно останавливает. Я понимаю, что 100% сегодня мы не сможем остановить, но, по крайней мере, я думаю, что как минимум процентов на 50, да, там будет меньше людей ездить пьяных за рулем. С нас тоже это ответственность, и мы в любом случае по истечению времени, там, я не знаю, пусть это будет квартал, либо полугодие, мы обязаны будем пригласить соответствующее ведомство и попросить их предоставить статистику, полный анализ эффективности принятого нами закона. В случае, если он не будет иметь эффективности и цифры будут говорить сами за себя, конечно же, нам надо будет дальше думать, что это решение было неэффективным, то есть надо будет его заменять. Я и разделяю опасения части депутатов, связанных там с коррупционной составляющей и так далее. Я не хочу ни о ком говорить, но хочу сказать, что парламент через год и в течение года будет внимательно смотреть за этой ситуацией, да, и надзирать за ней по мере наших возможностей. И то, что мы сегодня делаем, это прежде всего, конечно же, попытка сохранить жизни наших граждан, и с другой стороны, это кредит доверия со стороны депутатов правоохранительной системы. Если человек выпивший садится, надо просто лишать права. И единственное, это просто пожелание, чтобы проконтролировать когда-нибудь нагрудные камеры, чтобы у сотрудников ГАИ и всех структур это у них было, потому что и водителя с милиционером тоже будет другое общение, когда он увидит камеры нагрудные. Если даже я буду, пусть меня тоже наказывают по полной программе, как надо, по закону. Поэтому я не считаю, что здесь надо торговаться и уменьшать, убавлять, добавлять. Это не тот момент, где мы можем так обсуждать. Это вопрос национального характера. Таким образом, теперь за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю придется заплатить 500 МРОТ, что равняется 30 тысячам рублей, и лишиться прав на 6 месяцев. Повторное нарушение влечет арест на 15 суток с лишением прав на 1 год. Передача управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного или иного опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 200 МРОТ, 12 тысяч рублей. Передача управления машиной человеку без прав или лишенному прав от 30 до 50 МРОТ. Это от 1800 до 3000 рублей. На заседании сессии парламента депутаты внесли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии. В соответствии с действующим законодательством до 31 декабря 2022 года выдача вида на жительство возлагалась на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел. В связи с истечением данного срока сложилась ситуация, при которой вид на жительство на законном основании выдать не предоставляется возможным. В данном законопроекте предлагается продлить срок возложения этих полномочий на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел до 31 декабря 2027 года. Депутаты приняли решение по 4 из 6 земельных вопросов, включенных в повестку дня. Парламентарии дали согласие Кабинету министров на предоставление общества с ограниченной ответственностью «Тамыш Бионд» в аренду 1,2 гектара земли в селе Тамыш для хозяйственной деятельности. Также депутаты дали согласие на перевод земельных участков из категории в категорию в поселке Гулрыбш, селе Хыпста и селе Бабышара для последующего строительства индивидуального жилища, промышленной базы и объекта размещения санаторно-курортного типа. Имущественный комплекс Сухумское рыболовецкое хозяйство включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. Аля Катрап, Шрам Мукамки, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В МИД Абхазии состоялись переговоры с сопредседателями международных женевских дискуссий в формате видеоконференции. Участники встречи обсудили повестку дня предстоящего раунда дискуссий. Это вопросы безопасности и стабильности в регионе, возобновление работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, проблемы, связанные со свободой передвижения. 57-й раунд международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье состоится в Женеве 4-5 апреля. В Абхазии будет открыт Центр образования и науки. Предварительная дата открытия центра была определена на встрече министра просвещения Инала Габлия с делегацией Северо-Кавказского федерального университета. Новый Центр образования станет площадкой, которая объединит работу всех вузов России. Он станет ресурсным научно-образовательным центром для педагогов Абхазии. Этот проект и многие другие мероприятия реализуются в рамках выполнения госзадания Министерства науки и высшего образования России, а также по линии консорциума «Большой Кавказ», объединяющего университеты России, Абхазии, Южной Осетии и Армении. Открытие центра планируется 1 сентября. Родной язык, литература и фольклор, современность и перспективы.
Под таким названием в Агу прошла международная научно-практическая конференция. В ней приняли участие гости из братских республик Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Конференция посвящена 95-летию со дня рождения известного абхазского филолога, литературоведа, доцента кафедры абхазской литературы АГУ Владимира Анквабы и 30-летию победы и независимости Абхазии. В стенах Московского государственного института международных отношений открылась выставка «Страна души». Все представленные здесь работы посвящены абхазской культуре, быту и традициям. Экспозиция организована абхазским землячеством МГИМО при поддержке Министерства культуры и Абхазского государственного музея. Гугут Савардани расскажет подробности. Уникальные предметы быта, описывающие жизнь наших предков, работы юных мастеров Абхазии, отличающиеся утонченностью и оригинальностью, одежда и обувь, памятные монеты из серии «Выдающиеся личности Абхазии», предметы шитья и текстиля. Эти и другие уникальные вещи хранят в себе большую и богатую историю страны души Апсны. В одном из залов МГИМО 20 марта открылась выставка, посвященная Абхазии. Экспозиция организована абхазским землячеством МГИМО при поддержке Министерства культуры и Абхазского государственного музея. Абхазское землячество МГИМО уже 10 лет занимается продвижением культуры и традиций Абхазии. И данная выставка является отличной возможностью продемонстрировать культурную самобытность, особенность абхазов. Сама выставка поделена на две части, и первая включает в себя различные культурные, бытовые, текстильные, охотничьи экспонаты, которые предоставил нам Государственный музей Республики Абхазия при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия. Вторую же часть составляют полотна абхазских мастеров, и у нас представлены произведения как общеизвестных художников, так и начинающих студентов художественных вузов. Скажем, например, справа от меня представлены произведения выдающегося художника и члена Творческого союза художников России Бориса Ашуба. Одновременно с этим гости выставки могут ознакомиться с серией портретных картин студента первого курса художественного института имени Сурикова Османа Авицба, а также пейзажи и абстракции студентки 4-го курса МГИМО Евы Богателя. Землячество объединило многих творческих активных людей, которые реализуют большое количество проектов, от интеллектуальных игр до межвузового турнира по футболу. Control our body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. В рамках выставки начинающие абхазские художники, студенты различных вузов также смогли представить свои работы. Несмотря на то, что я являюсь студенткой дипломатического вуза, мне посчастливилось представить здесь и свои работы. Хотя я увлекалась рисованием очень давно и не думала, что у меня когда-то будет такая возможность. Все экспонаты являются национальным достоянием и собственностью Абхазского государственного музея. Посещение экспозиции – прекрасная возможность ознакомиться с огромным пластом исторических и художественных достояний Абхазии, как для тех, кому не доводилось побывать в нашей стране, так и для людей, для которых Апсна занимает особое место в сердце. Посетители выставки смогут ознакомиться с историей каждой из этих уникальных вещей, перейдя по ссылке с помощью QR-кодов. Подобная выставка от абхазского землячества проходит в стенах МГИМО уже не в первый раз. И мы очень рады возможности познакомить людей с Абхазией не только как с туристическим направлением, но и со страной очень богатой в сфере искусства и, в частности, в живописи. В рамках выставки в зале транслируются отрывки из фильма Тенгиза Тарба «Горная Абхазия». Организаторы постарались осветить все сферы культуры и показать красоту Абхазии. Они приглашают всех желающих посетить маленький уголок теплой и гостеприимной страны в стенах МГИМО. Выставка «Страна души» будет открыта до 26 марта. Гугут Савардани, Абхазское телевидение. В Сухуми будет высажено 50 корней магнолии. Как рассказала инженер департамента ЖКХ администрации города Сухум Кама Кутелия, деревья будут высажены на улицах Аршба, на проспекте Аяйра и в парке имени Тараса Шамба. Кроме того, на улице Абазинская от улицы Арзенба в сторону улицы Дзидзария будут дополнять аллею и производить посадку новых саженцев. Прошлой весной здесь также посадили 50 корней магнолии.
Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Сочи в Турцию, сообщает информагентство «Кубань-Информ». Увеличено количество рейсов еще из 8 городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Уфы. Новое расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября. Из Сочи можно улететь в 4 турецких города – Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан. Австралийские ученые обнаружили новый вид паука. Его длина превышает 20 сантиметров, а яд опасен для человека, сообщает РИА Новости. По мнению ученых, паук может оказаться исчезающим видом, так как он потерял большую часть своей среды обитания из-за расчистки земель. Паукообразное гнездится под землей, обладает густым волосяным покровом. Его укусы могут вызывать боль и отек у людей. И в завершении выпуска по традиции информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 23 марта, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 10-15. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.